У нас учреждение наркологический диспансер, куда люди обращаются добровольно. Добровольно, значит, к нам всегда переходят по своему желанию вот те, которые нуждаются в этом виде помощи. Да? А те, которые не нуждаются там, они не ходят, да, мы не знаем, сколько их. Так а свидетельствование у вас тут раньше проводили? Да, свидетельство нет. Но мы вот как раз заходили. Всегда проводится у нас. Тут у вас проводится, да? У нас тут проводится, там в базовом переулке проводится. И вот я не знаю, вот я не анализировал эту проблему, да, но мы каждую неделю, значит, вторник собираемся и слушаем, да, дежурных врачей. Они всегда мне говорят, ну, освидетельствование в течение недели проходит там 40 человек прошло, 70 человек прошло, 60 человек. Но никогда, чтобы там начали говорить, сегодня 120 было, да, а вот в этой неделе было 130. Такого нету. Все вот какой-то вот идет вот такой. Почему это знаете? Знаете почему? Да? Потому что вот в течение уже в 2013 году, да, вот эти аппараты, которые определяют алкотестеры, они стали появляться в самих ГОМах. Да? И они сами это делают. Многих. Понимаете? А к нам приводят спорных, которые, значит, ну, которые не хотят это самое. Поэтому, может, у них статистика у них другая, у нас другая статистика. То есть вы говорите, что к вам все-таки привозят или не привозят? Привозят. А сколько примерно в неделю привозят человек? Сколько человек примерно к вам привозят? Ну, именно вот, по АО. АО, я говорю, вот неделю, да, где-то от 40 до 70. 40 до 70. Да. Это именно по этому адресу, да? Да, по этому адресу к нам приходят. И еще вот в базовом переулке. А в базовом переулке там что находится? Там пункт освидетельствования. Ваш тоже, да? Нет, это не наш. Это городское, типа того, что... Ну, это была программа профилактики правонарушений. И в пределах этой программы работала все время. Когда профилактика закрылась, ну, эта программа закрылась, он по инерции остается и работает. Частное предприятие, получается? Да, ну, не частное, ну, аутсорсинги они, да? Они услуги делают частные предприятия, но под нашим контролем, в принципе. Да? Под вашим контролем? Да, ну, под нашим контролем, да. То есть, значит, спорное свидетельствовать там, а простое свидетельствование здесь, да? Нет. Спорное освидетельствование. Там же такие же врачи, как мы, да? Они такие же сертификат имеют, такой же лицензию имеют, да? Поэтому спорные случаи они возят вот там и туда и сюда. Спорные случаи. Сложные случаи. А легкие случаи, когда человек согласен, что выпил, да? Просто вот пойдут, они у себя делают ГОМа. Понимаете, да? А это по нему большинство там проходит. Ну вот, например, Кескил, да? Кескил у вас как работает? Его кто финансирует? Он сами по себе финансирует. А это же ООО. Так они его на бесплатной основе вроде да, ну они вот освидетельствование, вот пункт освидетельствования, они выиграли конкурс, да? Есть деньги, которые предусмотрены на эти цели, и они выиграли конкурс. Вот по такой же схеме надо сделать и пункт пункт временного содержания. Да? А конкурс кто проводит? Конкурс проводит Минздрав. Минздрав, да. Раньше не было таких структур, да? Вот когда это же сейчас рыночный век, есть спрос, и вот предложение появляется уже, начинает появляться соответствующего типа учреждений, которые могут это дело осилить, да? Потому что когда техническое задание пишется, там обязательно лицензия должна быть, обязательно какие-то помещения должны быть, обязательно специалисты должны быть. Ну вот вроде вот появляются такие, поэтому если объявить конкурс и посмотреть, может быть, кто и выиграл, вот тогда бы проблема решилась. Проблема бы решилась тогда. Ну, Кескил уже у вас выиграл конкурс? Нет, Кескил это другое совсем. Он выиграл конкурс на медицинское освидетельствование только. А там сумма какая у него была? Ну там 2 миллиона или сколько. Это зарплата работников, да? Медикам, которые круглосуточно дежурят там, делают освидетельствование.